Главные события среды 27 декабря в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. В Якутии продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Чтобы оставить подпись при себе, достаточно иметь паспорт. С остальным помогут волонтеры. Сегодня в России отмечается День спасателя. В республике работает 222 аварийно-спасательных формирований, 8,5 тысяч человек личного состава. В Якутске запустили в работу новый водоузел. Объект обеспечит качественной водой южную часть столицы республики. В Алдане прошла встреча с командирами юнармии, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции. Мероприятие провели в лучших армейских традициях. Нерюнгринские баскетболисты привезли медали первенства республики. В копилке награды высшего порядка – золото и серебро. Лучших в строительной сфере отметили в Якутии, так и в региональном Минстрое. Подвели итоги уходящего года. Несмотря на все трудности, в этом году строители республики ввели более 6600 квадратных метров жилья. Также несколько социальных объектов, в том числе школы, поликлиники, были введены в разных уголках республики. На торжественном мероприятии были названы и победители в нескольких номинациях, в том числе лучший генеральный подрядчик по госзаказам, лучший объект социального назначения, наибольший ввод объектов жилья и многие другие. В текущем году будет введено 655 тысяч квадратных метров жилья. Из них основное преобладание, больше половины идет индивидуальное жилищное строительство. Это благодаря поддержке федерального центра именно по дальневосточной ипотеке. Из социальных объектов мы хотим отметить, что последний декабрь месяц мы ввели пристрой в Хатасской школе, объект поликлиники в селе Этыкёль. И в ближайшее время будут вводиться объекты образования в селе Чакурдах, Батагал-Ита, Сайлык Кобяйского района. Водоузел номер 5 торжественно открыли в Якутске. Установлены две емкости, объем каждой из которых составляет 2000 кубометров. Они успешно прошли все гидравлические испытания и уже полностью готовы к работе. Тему продолжит моя коллега Даяна Федорова. Водоузел номер 5 обеспечит качественной водой южную часть столицы, в том числе микрорайоны ДСК, Звездный и Прометей. Она свяжет в единую сеть водоузлы номер 2 и номер 4, а также центр города. В дальнейшем при проведении ремонтных работ на водопроводных сетях не будут ограничивать горожан в подаче воды. Водонасосная станция довольно-таки мощная. Она оборудована 5 горизонтальными насосами, каждый из них, который может выдавать 634 кубических метра воды в час. Также на этом водоузле у нас имеется два резервуара чистой воды с запасом каждые 2000 кубических метров. На территории водоузла расположены собственная котельная и химико-бактериологический лабораторный комплекс. В нем будут следить за качеством воды с помощью высокотехнологичного оборудования. В новой лаборатории будут проводить более 70 анализов. Мы вспоминаем 4 сентября 2018 года, когда тогда еще с мэром города Якутска Айсеном Сергеевичем Николаевым мы радостно открывали после полной реконструкции водоочистные сооружения водоканала. А в этом году уже через 5 лет открылся этот сегодня 5-й новый водоузел и открылась новая производственная лаборатория водоканала. Не только городскую, города Якутска воду сможет делать лаборатория водоканала, но и части Вилюйской группы районов. Строительство водоузла номер 5 стартовало в 2020 году. На сегодняшний день его запустили в тестовом режиме. Его работу почувствовали жители кварталов. Город Якутск обеспечен, первое, потенциалом для развития, и сегодня устранены те дефициты, которые возникали у водопотребителей в южной части города Якутска. Уже сегодня отмечается улучшение качества воды, напора воды в таких больших кварталах, например, как Прометей. Мы на этом не останавливаемся. Это лишь начало большого пути по развитию коммунальной инфраструктуры в целом на территории нашей республики. В своем послании президент нашей страны Владимир Владимирович Путин Федеральному собранию отметил, что есть необходимость в развитии вообще отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целом, и отметил, что в течение 10 лет будет направлено на эту отрасль порядка 4,5 триллионов рублей.
С открытием нового водоузла в Якутске стало действовать 9 водомерных узлов. Они являются важными объектами для дальнейшего развития Якутии. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. В Якутске продолжается работа передвижного пункта в поддержку президента Владимира Путина. В пункт сбора подписей может подойти любой желающий. Для этого необходимо иметь с собой паспорт гражданина России. Сбор подписей ведут сами волонтеры. Для этого каждый из них прошел специальную подготовку и инструктаж. Передвижные пункты оборудованы в общественных местах и в торговых центрах. Сбор будет проходить до конца января во всех субъектах России. Напомню, для поддержки кандидата необходимо набрать 300 тысяч подписей избирателей. У нас началась работа передвижного пункта в поддержку Владимира Владимировича Путина. Сюда могут подойти люди, достигшие 18 лет и старше. Обязательное условие иметь при себе паспорт. Я как член общественной палаты и как гражданин нашей страны пришла выразить свою поддержку, поставить свою подпись для того, чтобы определить будущее нашей страны. Сегодня профессиональный праздник отмечают спасатели России. В Якутии работает 222 аварийно-спасательных формирования. Это 8500 человек личного состава и более 1000 единиц техники. Специализированная пожарная спасательная часть – лучшее соединение в республике. О том, как устроен быт в главном пожарно-спасательном заведении региона, а также об особенностях работы спасателей в Якутии, узнавала Марферина Алексеева. Мы находимся с вами в помещении для раздевалки личного состава. С этого помещения у нас начинается наш рабочий день. Здесь хранятся личные вещи у сотрудников, а также служебный инвентарь и пожарно-боевая одежда. Далее. Мы поднимаемся с вами на второй этаж, где протекает основной наш быт. Здание спецчасти состоит из 2 этажей. Здесь имеется 2 больших гаража, а также множество помещений для досуга и быта сотрудников, чтобы нам было комфортно и сотрудники ни в чем не нуждались. Здесь у нас находится помещение для приготовления и приема пищи. Здесь сотрудники обедают, ужинают и завтракают. Сколько часов длится смена? Смена у нас длится с 8 утра до 8 утра следующего дня, 24 часа. Также здесь у нас находится кабинет психологической разгрузки. Здесь личный состав отдыхает. Здесь обустроен таким образом, чтобы личный состав немножко абстрагировался от несения службы. Есть массажные кресла, чтобы снять дополнительное напряжение, различные системы, которые помогают в этом. У нас есть штатные психологи, если случается выгорание, они всегда готовы помочь, прийти на помощь и оказать необходимую поддержку. Учебный класс, где личный состав занимается согласно распорядка дня и проводятся занятия. Для совершенствования своей физподготовки личный состав занимается в данном помещении. Каждый пожарный должен уметь бегать километр, подтягиваться определенное количество раз, и также там челночный бег. Теперь мы переходим с вами в комнату отдыха для личного состава. Здесь личный состав отдыхает в ночное время, расположены кровати. Ночной сон осуществляется в данном помещении. А здесь как-то есть громкоговоритель? Да, здесь есть громкоговоритель, вот сирена установлена, там чуть, то есть все слышно, все поднимает спокойно. А если вот, возможно, вот как обычно бывает, в фильмах показывают, там какая-то труба? У нас есть труба, сейчас покажу. Можно? Да. Труба, по которой со 2-го этажа можно быстро прибежать в гараж, дабы не терять время драгоценное и выехать на пожар. Вот боец вам сейчас продемонстрирует. Сейчас мы уходим в гараж с другой стороны. Здесь находится боевая техника. У нас располагаются автоцистерны, которые укомплектованы различным ПТВ для тушения пожаров. В КАМАЗах, которые перевозят порядка 8 тонн воды. Сейчас они находятся все на боевом дежурстве. Боевая одежда пожарного и индивидуальное снаряжение. Как все знают, мы работаем в очень низкой температуре. И поэтому всегда вот специальная у нас одежда есть, сквозь не промыкает. И низкой температурой работаем, поэтому обязательно берем вторую одежду. Без этого никак. В принципе, каждую смену такие работы бывают. На одном месте не стоишь, там прыгаешь, бегаешь. Там, если простоять там, и 5 минут уже это
опасно для здоровья. Например, в углу что-нибудь маленький, как будто костер вот оставить и напоследок на самый последний момент тушить, чтобы согреться там. В Якутии, в самом большом и холодном субъекте страны, есть свои особенности. Спасатели защищают якутян от природных пожаров, наводнений, ищут потерявшихся в снегах Арктики и тайге. В зимнее время спасателям работать еще тяжелее. И не только из-за морозов, но и количества одежды. В текущем году якутскими спасателями спасено свыше 700 человеческих жизней. Марфелина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск. Первые шаги к умному городу в Якутске. Разработали программно-аппаратный комплекс, который будет мониторить данные измерительных устройств в режиме реального времени и управлять исполнительными механизмами. Его можно использовать в горнодобывающей, сельскохозяйственной, энергетике и ЖКХ, чтобы создать высокотехнологичные рабочие места с высокой производительностью, так как с данными комплексами отслеживания всех процессов и трат организации будет автоматизировано. Одна такая станция способна охватить 500 устройств. Преимуществами можно выделить также используемую в них плату, которую можно подстроить под необходимые требования. Внедрение данных комплексов запланировано на следующий год. Их также будут модернизировать, чтобы в дальнейшем расширить сферу применения. На данный момент мы разработали контроллер. Данный контроллер позволяет еще управлять устройствами, например, моторами, насосами, освещением, да, и также может принимать данные тоже от датчиков. Данные отправляются с тепловычислителя, также данные отправляются с счетчика, и все это отправляется на базовую станцию. И базовая станция отправляет на сервер, и сервер отображается на нашем интерфейсе. Можно посмотреть, а у нас в комнате 25 градусов, влажность 6,5. Мы используем где-то 1 киловатт сегодня. Общество инвалидов Ленский подвело итоги уходящего года. Председатель отметила, что он был очень насыщенным. Ленчане с ОВЗ принимали участие в творческих конкурсах и спартакиаде инвалидов, где показали хорошие результаты. Также к торжественному мероприятию было приурочено еще одно событие – годовщина ансамбля «Рябинушка», который был создан в конце декабря прошлого года. В этот праздничный день участницы ансамбля получили от председателя общества благодарственные письма и сладкие подарки. Надо сказать, что такие новогодние подарки в виде сладостей получили все члены общества. Инвалидам, значит, первой группы мы сделали продуктовые наборы для тех, кто у нас состоит в обществе. Также для детей сделали подарки. У меня в обществе состоит сейчас 700 человек. Из них 160 детей. К 60-летию якутского телевидения в свет вышла большая энциклопедия о творческих работниках национальной вещтелерадиокомпании. Презентация нового издания состоялась сегодня. В энциклопедию вошли фотографии и материалы о работе 1085 сотрудниках, имеющих более 5 лет стажа. Отмечу, что автором проекта издания энциклопедии является генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков. Также большой вклад внесли работники архива и музея компании Иннокентий Петров, Саина Сергеева, Эмма Попова, которые помогли собрать большой архив данных о работниках со стажем более 5 лет. Ну а составителем является Аэлита Гоголева. Энциклопедия якутского телевидения – это первое издание, фундаментальное, я думаю, для увековечения всех ветеранов, всех работников, которые работали с 1963 года, со дня становления якутского телевидения. Поэтому я думаю, что эта работа послужит основой для того, чтобы работа по увековечению, становлению, развитию якутского телевидения будет основным постаментом. В преддверии новогодних праздников российское движение детей и молодежи «Движение первых» запустило акцию «Елка желаний». Сегодня к акции присоединилась заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. Зампред исполнила желание 9-летнего Дениса из Якутска, который любит ходить на рыбалку с отцом. Сегодня вечером зампред встретится с Денисом и его мамой, чтобы передать подарок с Новым годом – спиннинг. Эстафету Ольга Балабкина передала министру по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Петру Шамаеву.
Вернувшись из зоны специальной военной операции, командиры юнармии Алданского района продолжили работать с молодежью. Воспитанникам героя вернули юнармейское знамя, которое брали с собой за ленточку. На теплые торжественные встречи побывали наши корреспонденты. У бойцов Алданского отряда юнармии не учение и не тренировка. В спортзале теннисного корта состоялось подведение итогов уходящего года. Участники специальной военной операции Олег Бабич и Сергей Каргин, являющиеся командирами отряда, продолжают работу с молодежью. На предновогодней встрече герои вручили ребятам знамя юнармии, которое брали с собой за ленточку. Это знамя, которое мы специально взяли, знамя нашего юнармейское, всероссийского нашего общества, движения, точнее, юнармии. Соответственно, это знамя находилось там с нами, висело у нас в блиндаже. И мы это знамя подписали, что это именно знамя 2-го добровольческого батальона. Места дислокации, где мы находились, в чем составе мы пребывали во время нахождения на территории Луганской Народной Республики. Это знамя торжественно передали нашим юнармейцам для последующего хранения в музее. Предновогодняя встреча юных защитников Родины с командирами прошла в лучших армейских традициях, со спортивными забавами. Разделившись по расчету на группы, бойцы померились удалью, силой и находчивостью, продемонстрировав мощный командный дух и волю к победе. Командный дух сплоченный, ребята работают в команде, все хорошо, все отлично. Здесь был небольшой у нас перерыв, но вот сейчас мы пытаемся это наверстать и объединиться. Очень жалко, что не получилось приехать ребятам с Томота, но с душой они с нами, они в коллективе, они в команде. Конечно же, предновогодняя встреча не обошлась без песен и представлений. Юные бойцы – ребята творческие, к тому же владеющие искусством импровизации. И номера они подготовили быстро. Новогодний концерт удался на славу. После соревнований и развлечений настало время застолья. В качестве угощения ребята ожидали по-домашнему вкусные мясные и сладкие пироги. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Состоялось итоговое совещание членов Союза танцевального спорта Республики. В мероприятии приняли участие президент Союза Людмила Николаева, директор Союза Вячеслав Ефимов, а также наставники программы «Молодые танцоры». Во время собрания члены Союза выступили с отчетом в очно-заочном формате, а также обсудили основные направления деятельности на следующий 2024 год. Появились наконец-то танцевальные дуэты, которые на хорошем уровне выступают на всероссийских соревнованиях, порадовали нас своими результатами. Будем принимать ответственные решения для работы в следующем году по подготовке к играм «Дети Азии». У нас танцевальный спорт за долгое время впервые возвращается в программу игр. Очень ответственное для нас мероприятие. Хотим, соответственно, хорошо вернуться, порадовать всех болельщиков танцевального спорта в Якутии. Традиционно в конце года специализированная спортивная школа по зимним видам спорта проводит соревнования по хоккею на призы Деда Мороза. В этом году в турнире принимают участие дети 2013-2015 годов рождения. В общей сложности медали оспаривают 64 хоккеиста, защищающие цвета 4 команд. Подробности расскажет Вероника Таюрская. Тренер команды «Тигры» Эдуард Дроздов перед началом матча дает установки своим подопечным. Он отметил, что у его ребят боевой настрой, и они заряжены биться до последнего, каждую секунду игры. Сами команды были собраны из воспитанников разных годов рождения. Получается, взяли просто всех ребят с 13 по 15 год рождения, команды вот у нас есть, мы их разделили поровну и вот сделали команды. Сегодня на льду встретились команды «Тигры» и «Пчелы». Победителя турнира соперники определяют по круговой системе, то есть каждая команда играет друг с другом. Победителем станет тот коллектив, который наберет наибольшее количество очков. Тут очень хорошо. У нас сегодня приходит турнир «Тигры», «Пчелы». У нас еще и «Зебры», «Ястребы». У нас будет за первое место. Не знаю, что... У нас в конце не знаю, что будет. Надеюсь, подарки. Я сегодня в команде «Пчелки». Я в более масштабных турнирах участвовал, в таких еще нет. То есть это у тебя в первый раз, да? Да, такой маленький турнир. Наравне с представителями судейского корпуса матчи судят и сами воспитанники спортивной школы. Таким образом, дети набираются опыта и теоретических знаний. Подключаем старших ребят, чтобы помогали, учились судить и помогали нам. Потому что в одного там ездить за всем не уследишь. Вот поэтому
как бы подключаем ребят постарше. Как отметил директор спортивной школы по зимним видам спорта Владимир Хисамутдинов, такие турниры проводятся регулярно и обычно приурочены к какому-нибудь событию. В этот раз соревнования проводятся накануне Нового года. На новогоднем турнире участвуют команды из наших воспитанников, просто мы их образно разделяем. У нас там команды пчелы, зебры, тигры. И этими составами они вот участвуют в таком турнире. Во взрослом хоккее также по 3 периода с удалениями, все как положено, то есть чтобы максимально приблизить к игре. Само собой будут новогодние подарки от наших спонсоров и медали, грамоты. По итогам первого игрового дня фаворит не выявлен. Итоги турнира будут подведены завтра после заключительного тура. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. За последние несколько лет в Нерюнгринском районе отмечен рост числа желающих заниматься тем или иным видом спорта. И копилку ярких побед и заслуженных наград регулярно пополняют как взрослые, так и самые юные нерюнгринцы. Так, накануне с медалями первенства республики вернулись баскетболисты. Подробности в нашем следующем материале. Традиционно баскетбол пользуется большой популярностью у нерюнгринцев всех возрастов. И взрослые, и дети в этом виде спорта завоевали призовые места на соревнованиях различного уровня, как в республике, так и за ее пределами. Уходящий год для баскетбола запомнился очень красочными победами. Было много выездов. Так, допустим, в начале года, который всегда проходит в феврале, чемпионат республики, мы привезли как золотую, так и серебряную медаль. Дальше у ребят был промежуток отдыха, ездили они отдыхать. Ну и год начался в сентябре месяца с золотой медали с открытого турнира в городе Якутске на памяти Савотова. Ребята 2008-2009 года рождения завоевали там золотую медаль. Также в начале декабря 4 ребят приняли участие на тренировочных сборах в Москве, после чего отправились на первенство республики по баскетболу, завоевав там серебряные и золотые медали. Кроме того, Константин Кудеяров стал лучшим нападающим турнира, а Лев Стебель получил звание «Лучший игрок». Команд было достаточно, 6 команд. Играли каждый с каждым. Заняли первое место по подгруппе 6-7 год. Я выиграл личную номинацию «Лучший игрок» по своему году. Соперники достаточно сильные, все подготовленные команды были, все тренировались. Видно, что заряженные приехали, так можно сказать. Все хотели выиграть, но борьба была сильной довольно. По итогам спортивного года, который прошел под юбилейным знаком столетия физкультурного движения в Якутии, несколько нерюнгринских баскетболистов стали претендентами на участие в сборной Якутии по баскетболу на играх «Дети Азии», которые пройдут в столице региона в следующем году. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. 4 января в Театре оперы и балета состоится торжественное вручение национальной музыкальной премии «Урдал». Организатором этого проекта является национальная вещательная компания «Саха». И в этот день компания в 10-й раз наградит желанными статуэтками самых ярких и талантливых исполнителей якутской эстрады. На протяжении 3 месяцев любители якутской песни активно голосовали и наблюдали за своими фаворитами. Напомню, что лучших выбирают радио и телезрители компании путем голосования в телеграм-канале. И по итогам уходящего года приняли участие всего 48 певцов. Из них в финальный этап вышли 24 человека. Сейчас все участники очень сильно готовятся, каждый волнуется, каждый, наверное, уже смотрит, как он будет со стороны смотреться, на сцене смотреться. Вот. И 4 января, дорогих наших зрителей, телезрителей, приглашаем на наш концерт, потому что это будет фееричное шоу. Я уверена, что каждый артист хочет себя очень круто показать, и поэтому готовится, чтобы удивить своих зрителей. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.